Вдова, политики, товарищи по военному училищу и ни одного родственника из России. В субботу в Киеве попрощались с убитым экс-депутатом Российской Госдумы Денисом Вороненковым. Близкие решили, что отпевать его будут во Владимирском соборе. Траурный кортеж прибывает к Владимирскому собору в Киеве за 15 минут до начала панихиды. Его встречает около сотни людей. Среди них большинство прихожане храма. Кто-то принес украинский флаг. Проститься с другом пришла и оппозиционный российский политик Ольга Курносова. Признается, она не чувствует себя в безопасности. Я стала гораздо более внимательно ходить по улице. Ровно в полдень под звуки затворов фотоаппаратов гроб заносят в храм. Мария Максакова не сдерживает слез. Проститься с Денисом Вороненковым пришли бывший российский депутат Илья Пономарев, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, несколько друзей по военному училищу. Российские родственники не приехали. Увидев, с кем прощаются, на панихиде остались и прихожане. Жалко, конечно, что не уберегли. За 10 минут до окончания панихиды охранники выводят из храма Марию Максакову. Следом выходят остальные. Это был акт мести, в первую очередь, для того, чтобы все остальные российские политики, государственные деятели боялись выехать за границу. Это метод расправы, который использовался в древнем мире, Средневековье. Месть за попытку говорить правду о том, что происходит в России. Траурная процессия отправляется на кладбище. На старое полузакрытое Зверинецкое кладбище приезжают только близкие. И нам всем горько терять близких друзей, потому что, теряя друзей, мы теряем часть самого себя. Он имел колоссальнейший опыт, но просто ему здесь не дали реализовать этот опыт в Украине. Не успел, он много хотел, у него были очень большие планы. Я думаю, что эта жертва будет не напрасной. Хочу сказать, что мы обязательно отомстим. Вдова Мария Максакова в прощальном слове поблагодарила мужа и Украину. Он был рад, что Украина его приняла, дала ему возможность остаться, потому что его преследовали. Преследовали несправедливо. Ну, что мне сказать? Наверное, только спасибо. Только спасибо тебе, что ты у меня был, есть, будешь всегда. Если бы я могла что-то изменить, я бы сделала все. После молитвы гроб опускают в землю, близкие бросают по 3 горсти и ставят венки от друзей и жены. В сопровождении телохранителей Мария Максакова уезжает домой. После убийства Дениса Вороненкова охрана появилась и у других российских оппозиционных политиков. Он был убежден и много раз говорил, что его главный противник, который обязательно будет пытаться его достать в Киеве, это генерал ФСБ Олег Феоктистов. Он это повторял многократно, и я думаю, что именно этот человек связан с этим преступлением. Сама Максакова пока уезжать из Украины не собирается и готовится к запланированному на 31 марта концерту. Его она посвятит погибшему мужу. Роман Спиридонов, Асан Аминов и Эдем Сейдалиев. Заман. АТР.